Ассаляму алейкум, дорогие зрители! Я вас приветствую на кухне с акцентом. Мы сегодня делаем акцент на туркменской кухне. Сегодня будем готовить чекдырме. Покажет и расскажет нам наш повар Мустафа Керимов. Встречаем! Ассаляму алейкум! Ассаляму алейкум, Динара! Как ваше настроение? Все прекрасно. Туркмены – древний тюркский народ, основное население Туркменистана. Также многочисленно проживают в Афганистане, Иране, Турции, Узбекистане и России. Традиционно туркмены занимались земледелием и кочевым скотоводством и издавна вели довольно оживленную торговлю с соседними странами. Они приезжали на базары Хивы, Бухары и Ирана, продавая там продукты скотоводства и, конечно же, ковры, потому что ковроткачество – это гордость туркменского народа, и считается, что Туркменистан – один из центров зарождения искусства ковроткачества в мировой цивилизации. Одна из достопримечательностей Туркменистана – это самая крупная однокупольная мечеть в мире, которая расположена в столице страны, городе Ашхабаде. Блюда туркменской национальной кухни во многом схожи с блюдами других народов Средней Азии. Национальная кухня Туркменистана богата мясными блюдами и блюдами из молока. Мы с вами будем готовить сегодня чекдырме. Чекдырме – это мясо, картошка, овощи и прекрасный вкус. Если говорить о мясе, то в Туркменистане предпочитают, конечно же, баранину. В большинстве своем употребляют баранину. И в отличие от всех государств Средней Азии, в Туркменистане не употребляют конину. И вот эта особенность отличает эту кухню от всех остальных. А в остальном, в принципе, кухни достаточно созвучные. Зачастую в некоторых регионах одни и те же блюда называются по-разному, но это не мешает им быть такими же вкусными и полезными. Баранину я очень люблю. Готовить чекдырме, для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится, конечно же, хорошее мясо, топленое масло, картофель, несколько луковиц и немного помидоров. Ну, естественно, зелень и специи. Скажите, что мне делать? Порежем кубиками лук. Вот. Порежем крупно помидоры. Ну и пока на этом все. Режем мясо. Скажите, как мы его будем жарить? Будем мясо, да? Мы его сначала немного обжарим, потом потушим с овощами. Вы сказали, что в Туркменистане практически не едят конину, да? В отличие от Кыргызстана, Казахстана, ну, Узбекистана тоже. А вот с этим связана интересная, я бы сказал, история. В Туркменистане существует культ лошади. Да, кстати, самая знаменитая, да? Да, и там самая знаменитая, самая быстрая, самая роскошная порода лошадей выведена и культивируется в Туркмении. Это ахалтыкинские скакуны. До сегодняшнего дня существует запрет на вывоз этих лошадей за пределы Туркменистана, породистых лошадей. Оказывается, в древние времена, когда не было еще арабских скакунов, арабские богатые купцы приезжали в Туркмению, покупали там ахалтыкинских скакунов, увозили к себе. Потом появилась чистокровная арабская лошадь, а потом уже англичане завезли их в Англию, и там только вывели чистокровную английскую лошадь. На самом деле чистокровная английская, оказывается, это и есть туркменский, это и есть туркменский ахалтыкинец. Поэтому эта порода является основоположником всех чистокровных коней. Мы с вами поломаем вот так вот косточку, чтобы не рубить ее. Так. Как интересно. Мясо мы с вами порежем небольшими кубиками по 25-50 грамм. Разогреем наш казан, прежде чем положим в него мясо. Динара, а вы можете положить масло. Топленое масло, да? Топленое масло, да. То есть в это блюдо мы используем исключительно, обязательно? Ну, лучше использовать, да. Положите побольше. Мяса у нас немало. Туркмены, как можно их вот описать? Гостеприимный, дружелюбный, очень правдолюбивый народ. Очень честный, честный, да? искренний народ. И очень бесстрашный народ. Они жили в таких условиях раньше, будем говорить так. В пустынях. Вот, в степях, пустынях, да. вот, где свои территории нужно было охранять. Это внесло особые черты характера в их самобытность. Масло у нас подогревается. Жарить будем на среднем огне. Сами туркмены очень гостеприимный народ,
поэтому и готовят всегда много. И они всегда готовы встретить гостей, да? Так, все, мы с вами закладываем. Скажите, сколько помидор, сколько хватит? Нет, еще. Так. Туркменский народ всегда гостей должен встретить улыбкой. И обязательно вас встречают словами «Хош гельденес», то есть «добро пожаловать в дом», да? Да. И, как они говорят, гость от Аллаха. То есть, если пришел к тебе в дом человек, то есть гость, приглашенный, не приглашенный, не имеет абсолютно никакого значения. Ты обязательно его должен вкусно накормить, с ним разговаривать, как бы не было, разговаривать обязательно уважительно. Уважительно, да, с улыбочкой. И хочется отметить, конечно, кроме гостеприимства, еще уважение к старшему. А как они относятся к родителям? К родителям относятся очень уважительно и к отцу. Прежде всего, отец решает все проблемы семьи, это понятно, как и у всех мусульман. Ну, мать тоже уважают. Все туркмены очень уважают и трепетно относятся к чести своей семьи, к чести своих родителей. Если говорить об украшениях, которые предпочитают туркменские женщины, то это серебряные украшения. В разных районах они носят разный характер, но количество их должно быть неимоверное. Это обязательно маниста, обязательно диадема, обязательно хороший пояс из серебра или золота и браслеты. Иной раз количество украшений на женщине доходило до 10-15 килограмм. Представляете себе, какое богатство и какой груз все это вместе взято. 10-15 килограмм – это серьезно. И кроме этого, туркмены, они же сами изготавливали, да, эти украшения? Да, конечно. Самое время, наверное, нам запустить лук. Лук. Конечно. Так. Как только поджарится немного лук, добавим помидоры. Самые обычные ингредиенты для Средней Азии мы употребляем. И все кухни, в том числе и туркменская, очень перекликаются между собой. Хотелось бы отметить, как серьезно занимались ковроткачеством в Туркмении. В каждой семье женщина, все семейство занималось выделкой шерсти, окрашивали ее и ткали ковры. Ковроткачество вообще считается самым востребованным искусством в Туркменистане. И туркменские ковры славятся на весь мир. Туркменский этнос делится на 5 родоплеменных групп, да? И у каждой группы есть свои орнаменты. Ковры можно определить, например, это с этой группы, это с этой группы, да? То есть они называют это гюль. Гюль. И по тому, какой орнамент выткан на ковре, можно узнать, где и кем произведен этот ковер. Настало время запустить наши помидоры. Запускаем помидоры, немного потушим. И, я думаю, перец тоже можем запустить. Да, настало время. Мужчины одевали широкие рубахи, да, широкие шаровары, Халаты, потому что такая одежда была практична в сухом климате. Когда будем мы солить, перчить? Наверное, настало время этим заняться. Посолим. Немного поперчим. Кстати, интересный момент. Туркмены, которые живут на побережье Каспия, на западе Туркменистана, они вместо мяса зачастую используют рыбу, что совершенно не свойственно восточной и среднеазиатской кухне. И они делают и манты с рыбой, и каурдак с рыбой, и даже плов делают с рыбой. В основном это осетрина и севрюга. Ну, может использоваться морской речной судак и другие виды рыбы, которые там можно найти в большом изобилии. У нас немного потушилось. Теперь самое время положить картофель. Так, итак, мы добавляем картофель, Добавили картофель, да. Конечно же, его посолим. Картофель тоже, естественно, да, сверху посолим. Да. И дадим несколько минут потушиться, а потом добавим воды. Ага, сначала мы потушили, потом добавим еще чуть-чуть. Пусть он немного в себя воды. придет, согреется, потом добавим немного воды. Мустафа, а что вы скажете про киик джейранов? О, Очень такое интересное название, мне хочется знать, что это такое. Вы как повар должны знать. Вы, наверное, хотели сказать киик джейран кебаб. А, значит, есть такой кебаб существует, да? Да, так вот, самое ценное мясо, которое употребляется в пищу, считается мясо дикого джейрана, дикой газели, дикой антилопы, которая водится на просторах Туркменистана.
Сейчас, раньше это были огромные стада, теперь это небольшие стаи, которые охраняются государством. Это животное внесено в Красную книгу, но, видимо, есть какое-то разрешение на его добычу, и для особо уважаемых гостей иногда подают это блюдо. А делается оно из мяса свежего, забитого. Наверное, джейрана. Я вкусно. представляю, это очень вкусно, вот, но не так доступно теперь. Отличительная черта этого шашлыка то, что он готовится на саксауле. Вот, это особые дрова, особая температура, особые угли, поэтому шашлык получается мягким, готовится быстро и все. И единственное требование к нему — это свежее мясо. Так, вот теперь мы с вами дольем воды. Мы с вами нарежем зелень. Хорошо. Я не засекала время, но по запаху я слышу, что наше блюдо готово. Картошка легко протыкается. Это значит, что наше блюдо готово. Готово. Динара, а как мы будем его выкладывать и подавать? Давайте в это блюдо. Туркменский стол обычно без лепешки не бывает, так что у нас Понятно. тоже на столе лепешка. Мы будем кушать наш чек-дерме с лепешечкой. А вы знаете, что в Туркменистане больше 400 мечетей. И Да. самая большая из них — это мечеть Туркменбашы-Руха. Она находится в Ашгабаде. Она названа в честь первого президента Туркменистана Сапамурата Туркменбашы. И эта мечеть рассчитана на 10 тысяч верующих. Одновременно там могут молиться 7 тысяч мужчин и 3 тысячи женщин. Я представляю, какое грандиозное сооружение эта мечеть. Все ингредиенты сохранили свой вкус. Динара, пожалуйста, украшайте наше блюдо. Думаю, так достаточно зелени. Зелени достаточно, и я думаю, настало время его попробовать. Давайте попробуем. Так. С правой руки. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Сначала попробую картошку, потому что мы сверху выложили овощи. В картошке чувствую вкус баранины. Великолепно. Сейчас хочу попробовать с лепешкой. Должно быть замечательно. Вам понравится. Мясо сварилось просто. Очень вкусно. С лепешкой. Такой особый, необычный вкус. Ну, я думаю, Мне кажется, туркмены еще любят макать в этот соус Обязательно. лепешечку и так кушать. Дорогие наши зрители, я хочу вам напомнить, что мы сегодня готовили туркменское национальное блюдо, которое называется чек-дерме. И в этом нам помог наш повар Мустафа Керимов. Я вас благодарю, Мустафа, за то, что вы пришли нам, приготовили такое блюдо. Самое главное, очень вкусное, готовится очень просто. Спасибо. С вами я прощаюсь, и скоро мы с вами продолжим наше путешествие по национальным кухням. Ассаляму алейкум рахматуллаху ва баракатуху. ассаляму алейкум. Приятного аппетита!